Дальше есть вопросы? Хорошо, Армаги. Хорошо. Алла, братский Алла. Это чуть-чуть уклоняется, но время, эпоха одна и та же. Первый вопрос у меня был бы, так как ты историк, извини, что на ты, так как мы с тобой ровесники, и мы с тобой несколько раз виделись. И вопрос такой. Во время, я читал это, но не архивные документы. Говорите, что Ибн, как его там, Тайми Бибол, говорят, он впервые среди войнахов употребил метод не резки, а калить врага. Впервые было употреблено. Это правда или нет? Калить это каким образом? Я не понял. Колоть? Кинжалом, мечом, говорят, войнахи никогда не резали врага, а калили. Колоть. Резали, а не калили, просто выводили из строя. Насчет этого ты что-нибудь слышал или нет? Я не слышал, но я знаю, что у чеченцев в личных поединках, когда есть это кровная месть, не положено колоть, а только резать, рубить. Может, ты имеешь в виду колоть оружием холодным? Потому что калить как можно врага? Калить, я просто не понимаю, не понял вопроса. Если хочешь, я могу показать себя. Давай попробуем. Я и так медийный человек. Не, если не надо, если тебе это как бы опасно, показать не надо, но калить слово как бы, калить, закалять, я понимаю. Не, я и так медийный человек. Салам алейкум, Масар, здравствуйте все. Я слышал, что читал и слышал даже от некоторых наших, не историков, слышал, а так сам читал, что войнахи никогда даже врагов рубили, но не кололи насмерть. Просто выводили из строя. Колоть, да. То есть имел в виду, что он впервые применил метод, чтобы можно было колоть врага. То есть приступил вот эту традицию, когда не кололи. Не из хадиса? Да. Он говорит, впервые применил закон и отменив резать, просто выводить из строя он отменил и применил убить, иначе нам не выиграть войну. Да, теперь я понял. Да, я такого не слышал, если честно, что именно Тайми Бибол был инициатором такого как бы изменения, да, вот, подхода. Ну, насколько я знаю, изначально у чеченцев не было запрета колоть врага именно. То есть колоть нельзя было в поединках. Поединки между чеченцами, когда есть кровная месть, или же есть какая-то ссора, и война, они имели разные кодексы. Кодекс войны не запрещал колоть врага. И рубить тем более. Рубить, колоть. Поэтому я не думаю, что именно Тайми Бибол ввел эту практику. Скорее всего, и до него колоть и рубить врага было возможно. Но в поединках этого нельзя было делать. Если кто-то... Я тем, кто нас как бы не знает, чеченскую традицию, то есть не чеченцам и не кавказцам, которые нас слушают, у чеченцев было позорно тогда для чеченцев, как и для всех кавказцев, горцев, было обыденным делом, возникали какие-то споры, были поединки. Ну, в принципе, и у других народов в 19 веке поединки чести, они были в быту, стрелялись или же дрались с применением холодного оружия. И вот у чеченцев, так как народ небольшой, малый, был запрет на то, чтобы убить человека. То есть у кого-то рана, она чаще приводила к летальному исходу, а резаная рана, она имела больше шансов, то есть просто нанести увечье, и человек мог выжить. Вот это щадящее отношение вообще к людям, несмотря на то, что нравы у чеченцев и у кавказских горцев суровые, вот этот закон, он характеризует чеченцев как народ, который, ну, относился щадяще, да, к людской жизни. И тот, кто уколет своего соперника, его проклинали, естественно, его как бы настигала смерть, его убивали. Но помимо этого, умереть еще можно в поединке. Это
это не стыдно, это не оскорбительно, но когда человек был убит кровником, еще и проклят народом, вот это было унизительно для всего рода. Поэтому сам стыд быть проклятым не позволял чеченцам колоть. И чтобы случайно в бою же всякое бывает, всякие приемы и ситуации, чтобы случайно не заколоть своего соперника, была такая традиция суй олц, он такой был наконечник на острие кинжала, с которым закругленным шариком, который не позволяет случайно быть уколотым врагу, надевался, то есть во время поединка он надевался на острие кинжала, вот такой наконечник даже надевался. И штука. Мне это очень даже интересно. Вот твой ответ мне тоже удовлетворил, и мне приятно было всегда слышать твои тематики, твои дискуссии. И второй вопрос тоже политическо-ментально-нравственный, если можно, конечно. Ну, мы сегодня об этом говорили, что именно, какая деталь или какой нюанс тебя интересует? Именно нюанс исторический, я не смог нигде это найти, но есть такой момент, когда Лермонтов был в плену, он интенсивно изучал нашу историю. И когда он был в плену, он увидел, есть такой момент, он увидел, как старец ругает молодого юношу, а в то время, ну, это исторический момент, ты знаешь, по-моему, ты должен знать, и намного лучше, чем мы. Но вопрос в том, что в то время чеченцы, войнахи, не смотрели в глаза старцу из-за уважения и всегда опускали свои взоры, свой взгляд. А на женщин даже вообще и в голову я не беру. Даже старцу из-за уважения не смотрели в глаза. И Лермонтов интенсивно изучал нашу историю. Было ли этому месту быть в то время? В наше время этого нету. Вот, если вы мне сейчас ответите, это будет не только зрителям, но и всем нам уроком, чтобы забывающуюся уже нашу ментальную нравственность, чтобы восстановить, возродить, и многому чему приведет это. Если мы услышим этот ответ от историка. Да, Ушурма, тут есть Ади, который спрашивает, Дош Олити, аж следующим вопросом включи его, пожалуйста. Нет, мне уже хватит на сегодня. Да, я сойду, я выйду. Ничего страшного. Я не знаю такого факта, что Лермонтов был в плену, но возможно, он вообще, в любом случае, он был участником войны против нас, он участвовал в так называемых отрядах, которые сегодня можно было назвать отрядами ЧВКшниками, да, по современной терминологии, или же во время Первой и Второй Чеченской войны мы их называли наемниками, это самые отпетые такие люди были, уголовники, которые выпустились с места заключения, чтобы устрашать чеченцев. В одном из подобных отрядов участвовал сам Лермонтов. Это тоже факт, который нам нужно знать. Да. Но тем не менее он относился к чеченцам трепетно, с уважением, уважал их как достойного врага. Это тоже факт. И вообще в то время, даже не по свидетельствам Лермонтова, по свидетельствам многих тех, кто изучали чеченцев, однозначно субординация в чеченском обществе была очень на высшем уровне. Да? То есть сегодня стало таким модным изучение экзотических каких-то восточных культур. Мы говорим о бусидо, о японской военной, кодексе воинов. Но в чеченском обществе это не имело такой популяризации. Тем не менее, подобные кодексы были, и мы даже видели эти отголоски в конце 80-х годов вот этих традиций, этих кодексов. Сегодня, конечно, они несколько размыты, но и тем не менее даже все, как бы говорится, познается в сравнении. Если сравнить с другими народами, то есть даже сегодня чеченцы сохраняют все-таки приверженность своим традициям, в котором почтение к старшим просто возведено на высший пьедестал.
очень сильно вот этот институт пошатнула Вторая война, когда коллаборационисты, которые продались русским, начали запихать в багажник старцев, кем бы они ни были, то есть подобное немыслимо было чеченцев никогда, даже в то время, когда были предатели в XIX веке, подобное отношение к старшему было немыслимо. И даже в годы своего детства я помню, что любой старик на Чеченской улице любых чеченских сел и городов мог пристыдить или же призвать к порядку любого молодого человека. Только потому, что он старше, он был надсмотрщиком, или же он был гарантом соблюдения традиций. Если где-то он видел, что какой-то молодой парень или девушка ведут себя в чем-то, даже не в общем, как бы не подобающе, в общем себя люди вели подобающе, но в чем-то он допустил какое-то упущение, в какой-то детали своего поведения, моментально он мог быть одернут старцем словесно. Если же это не воздействовало, а такого тоже не бывало или бывало крайне редко, он мог также остегнуть его посохом. И он мог быть уверен, что, несмотря на то, что молодой человек здоровый, у него хватает физических сил ответить ему, никогда молодой человек не мог ответить старшему ничем. Вот в этом я тебя подтверждаю, что и вот этот кодекс был, до сих пор он есть, но, естественно, несколько сегодня это все размыто из-за тех событий, которые были в Чечне в минувшие 20 лет. Но я, иншаллах, уверен, что в будущем все это будет восстановлено. Иншаллах, иншаллах. И так как, можно на ты, да, или на вы? Не, мы на ты, мы чеченцы, вы домодавцы. Нет, мы ровесники, Я русскоязычным всегда объясняю, что у чеченцев нет обращения на вы. У нас это только в множественном числе мы можем обращаться к людям на вы. И это абсолютно не есть признак непочтения к собеседнику. Просто таков наш язык. Нет, во-первых, если я пришел к тебе в гости, ты хозяин. Во-вторых, мы уже в медийном пространстве, и поэтому мы должны показать даже нашей молодежи вежливость, нравственность и, конечно, наш этикет. Из-за этого. И тогда я не буду слишком загружать и тебя, и других, а просто скажу еще маленький нюансик и поставлю себя на микрофон и подожду. И в то время, когда была битва при Валерике, там, говорят, тотальное сокрушение было войнахов. Но так как в то время при Ермолове, что он мог победить, как уже ты говорил вот несколько минут назад, ты говорил, что они на равнине были победителями, но не в лесу и не в горах. Есть еще один такой момент, имеет место быть, как говорится. Они побеждали всегда на равнине, а в лесах и в горах мы побеждали. И при этом Ермолов, если я не ошибаюсь, впервые употребил метод стригания лесов и продвигаться. Было ли это так или нет? Да, однозначно. Вообще Ермолов был большим поклонником римской истории. И даже в своих отчетах он часто писал рапорты, схожие с отчетами тех, кто покоряли, так скажем, Германию, да, когда они перешли Рейн. И территория за Рейном тогда, вот до нашей эры или в начале нашей эры, когда это происходило, она напоминала чем-то Чечню, что она была и чеченская равнина до Терского хребта, она сегодня сейчас как бы представляет из себя полустепь, да, то есть там есть поля и лесополоски, но в 19 веке даже, ну, до сих пор нас равняют большие массивы леса, а начало 20 века она была уже изрезана вот этими полосами просек, которые просекались войсками царскими. И начал эту практику именно генерал Ермолов, так как он считал, что он вершит какую-то историю на Кавказе, но он написал только свою отрицательную историю, и он хотел себя видеть таким, я не знаю, каким-то
То есть даже когда он был наместником царя, он себя на римский манер называл проконсулом. Вот это подражательство римской истории, вырубка лесов такая же, которая велась римскими войсками на территории германских племен, когда они пересекли Рейн. То есть во всем этом он видел, что нельзя покорить вот эту дикую природу и воинственный народ, который живет на ней. Нужно сперва победить природу, делать вот эти вырубки лесов, лесные просеки, линии за линией, укрепление шаг за шагом, этап за этапом, продавливание, выдавливание. Он отказался от тактики масштабных войсковых операций, которые всегда приводили к поражениям в чеченских лесах. И его тактика также, он надеялся, что это даст быстрый успех, но обернулось к тому моменту, когда его сняли с должности наместника царя на Кавказе, обернулось тем, что за ним сохранилась только Сунжинская линия, которую он перевел с реки Терек на Сунжу. Станицы по Сунже сохранились, но те укрепления, которые он устроил вглубь Чечни, некоторые были сожжены, некоторые были покинуты российскими войсками за неимением возможности их дали оборонять, но также были атакованы, это уже, он был, кажется, снят в 26 или 27 году. Атака началась на Чечню в 18 году, в 19 году, это имеется в виду 19 век, то есть в 1819 году была устроена крепость, или в 18 году была устроена крепость Грозная, другие важные укрепленные крепости по линии Сунжа и Казах, Кичу, Гастри, Гечу, Солнца, Мугла. Там, по-моему, это где-то в районе Самашки и Серноводска был такой укрепленный пункт. Я сейчас могу ошибаться в локации, но вот этот населенный пункт также был взят чеченцами очень удивительным образом. Среди чеченцев тогда очень мало было тех, кто владели русским языком. И даже если им владеть, акцент мог выдать, но чеченцы пошли на такой внешне авантюрную военную хитрость за неимением артиллерии. Вот это отличало чеченцев, да, в их войне против русских. Был отряд, то есть у чеченцев была информация от информаторов, что в этой крепости ожидается подход подкрепления какого-то отряда из Грозного или откуда-то. И они, переодевшись в российскую форму, во главе которого был переодетый чеченец российского офицера, он подошел к крепости, зная, что они ждут подкрепления, сказал: мы прибыли, в общем, такие-то, такие-то, открывайте ворота. Им открыли ворота, и эта сотня чеченцев ворвалась в эту крепость и просто перерезала весь гарнизон. Вот такие случаи тоже были. Я хочу сказать, что ермоловская тактика была тогда, она провалилась. Казалось, что вот это решение чеченской проблемы, потому что до того, как Ермолов был назначен на Кавказ, до того, как российская армия в зарубежном походе победила Наполеона, уже какая была коалиция против него. То есть армия, победившая Наполеона, была перенаправлена на Кавказ, и было поручено завершить покорение юга, юга России, так как Чечня оставалась к тому моменту уже в ходе войны против Наполеона, параллельно шла российско-персидская война. От Персии были отвоеваны вот все вот южнокавказские территории, территории современного Азербайджана. Там было много ханств: Бакинское, Кубинское, там, я не знаю, Гинджинское, Карабахское. Все это области бывшего персидской державы отошли к Российской империи. Грузия была в составе Российской империи. И получалось, что Чечня и Горный Дагестан, не весь современный Дагестан, но именно Горный Дагестан, примыкающий к Чечне, это оказались анклавом в составе Российской империи. И была поставлена задача, что если не покорить вот этот анклав, то дальнейшее продвижение на юг, а мы знаем, вся генеральная геостратегия российского государства всегда была направлена на достижение теплого Южного моря для того, чтобы освоить вот эти морские пути. И эта стратегия, она уперлась как гранитную скалу об этот анклав, который остался внутри вот этой Российской империи. Это та территория, которая затем стала называться вот имаматом Шамиля. И начало, еще тогда не был создан этот имамат,
вот эту задачу сложную для российского государства, которая на протяжении 100 лет к тому времени, то есть к тому времени, когда назначался Ермолов на Кавказ, уже 100 лет Россия боролась и не могла покорить вот этот уголок Кавказа, это северо-восточный уголок Кавказа. Ну, еще в северо-западе были закубанские черкесы, которые также оставались непокорными. Кабарда, она как бы более равнинная, и она также боролась, сопротивлялась, но у них не было шанса, да, как у Чечни и у закубанских территорий оставаться независимой. И вот через 100 лет поставлена такая действительно очень важная глобальная задача, и вот эта тактика Ермолова поэтапного освоения территории Чечни, он обозначил именно Чечню как главный возмутитель, да, кавказцев в противоборстве русским, что путь к покорению Кавказа лежит через покорение Чечни, это его цитата, а вернее полное их физическое уничтожение. То есть он считал, что чеченский народ нужно уничтожить полностью для того, чтобы Кавказ был покорен. И вот эта тактика, она провалилась все-таки. Даже несмотря на это поэтапное продвижение, все это завершилось провалом, Ермолов был снят. Чеченцы смогли как бы завоевать территорию, не покорить после еще следующие 19 лет интенсивных военных действий. 19 лет, если до этого 100 лет Кавказская война была периодическая, да, каждый год создавались отдельные военные кампании, велись там, потом были передышки 5-6 лет, за которые чеченцы успели восстанавливаться, а здесь шла системная, планомерная, подряд, без передышек 19-летняя кампания, которая просто физически истощила чеченцев, и практически военного проигрыша не было. И смирения перед тем, что Чечня оказалась под властью царской России, тоже не было. Но, как говорится, сила соломинки ломит. И поэтому вот эта тактика, о которой ты говоришь, она была в Чечне. Сегодня мы на месте вот этих глухих лесов, которые были на равнине Чечни, вот внутренняя, она называется Чуяхармуак, внутренняя Чечня. Это территория Малой Чечни или Гирхинская равнина, как она называется, и территория Большой Чечни или Шалинская равнина, как называется. Да? То есть тогда были просто какие-то поляны внутри огромного лесного массива, где были эти населенные пункты, ихние там посевы и пастбища, а сейчас это просто сплошная полустепь или лесостепь, как ее называют. То есть вот такая история. И вот так тоже. Да, ландшафт Чечни изменился под натиском, то есть под варварством русских или русского нашествия, так скажем. Да. Баркал Ерлясхол, спасибо большое. Я отключусь. Он дерес хата, что не, а что интересно, хата, что пойдем, хабарди алхитсом, да, дерес. Да, Сахар, и на данный момент я просто скажу, я не философ, я не филолог, я не историк. Но с 91 года я сам пишу, очень даже интересуюсь историей, философией и литературой. Поэтому, если я задал некоторые вопросы и я могу задать вопрос, конечно, некорректно не задам, тем более я задам исторические вопросы, я задам, может быть, из литературы, так как вы историк, вы можете чуть-чуть изменить и по-своему высказать, но полностью я удовлетворился и понял ответ. проблемы. Иншаллах.